Мы в свое время читали, изучали работу Калоева Бориса Александровича, связанную с венгерскими ясами. Вот. Он провел очень большую работу. Он выезжал в Венгрию и посетил область, так называемая Ясшак, куда входит более 10, где-то 15-16 сел. Все они имеют название Яс впереди, Яс-Берень, Яс-Пати и так далее. Они приезжали сюда, в Владикавказ, и было установлено, что в XIII веке 40-тысячное войско отсюда, с Кавказа, это отмечают документы, переселились в Венгрию. И среди этих 40 тысяч войска было и 10 тысяч аланов, асов, ясов. И Калоев провел большую работу, он нашел где-то там более 30 слов, которые были в ясском языке, которые сохранились в одном документе. И эти слова имеют сходство с современными словами. Нам это было очень интересно. Мы тоже посмотрели эту работу, посмотрели и другие работы, посмотрели работы венгерского ученого Немета, посмотрели другие работы и нашли очень много интересного для ингушей, кстати. И интересно, что было, что само слово «яс», «ас», оно связано с ингушским словом «асса», возможно, связано с этим именем, но это аланы, это асы. Но дело в том, что, к сожалению, другие исследователи, они не заметили, что в эту Ясшак, Ясию, в районе деревни Яс-Фенсару впадает река Галга. Река Галга, и когда мы посмотрели, изучили различные документы на немецком языке, связанные с историей долины Галга, то обнаружилось, что и сегодня это есть, присутствует несколько городов, которые называются Галгай-Гута, Галгай-Хевес, Галгай-Хит и ряд других. Посмотрите сами, посмотрите, карта, это то, что здесь отмечено, это Ясшак. А река Галга, она, течет сюда, здесь. Она впадает в реку Загва. И когда мы стали проверять здесь вы можете на этой карте посмотреть, здесь отчетливо видно, Галгай-Йорк, Галгай-Гута и ряд других. Можно было подумать, что это совпадение. Но когда мы стали смотреть, откуда берет исток Галга, она берет исток с местечка Бешки. Бешк по-ингушски бочка с водой. То есть получается такое понимание ее. Но с горы Черхате. А у нас гора, где течет Аса в горах, называется Черехкурт. То есть есть некоторые похожести. Но интересна похожесть другая, что там имеется населенный пункт Ача, а рядом с Ача находится Ачауилак. Населенный пункт Ачауилак. Понятно, что похоже на слово Ачалуки. И мы нашли десятки других топонимов, связанных с нашими языком, с нашим. А самое главное, многие те слова, которые отмечены Калоевым, оказывается, есть в ингушском языке. То же самое слово «ас», «стеленок», то же слово «хит». Мы говорим «галга-хит», а у нас есть «махмад-хит», то есть аналогичное название. И, например, правда, там есть некоторые разночтения. Например, «утка» написано «ака», по-ингушски совсем по-другому. Но мы говорим «эки», «эквавсу». «Эки» – это дичь. То есть получается, что и это слово тоже можно объяснить по-ингушски. Поэтому я думаю, что когда речь идет о истории этой территории Ясшага, нужно обязательно иметь в виду и наших предков. Потому что данные показывают, что есть какая-то связь между нашими предками
нашим языком вот с этой территории. И мы надеемся, что в перспективе нам удастся более исследовать этот вопрос, связаться с венгерскими друзьями.